Добрый день, уважаемый Арзбек Орузбекович. Сегодня в Министерстве юстиции состоялась коллегия с участием первого заместителя председателя Кабинета министров Арзбека Ходжошева, представителя администрации президента, руководствующего состава ведомства и подведомственных подразделений, а также начальников структурных и территориальных управлений Министерства юстиции Кыргызской Республики. По повестке дня был заслушан отчет о деятельности Министерства юстиции за 2021 год и исполнении указов президента Республики. Сначала выступил со своим докладом заместитель министра юстиции Республики Алмазбек Зарылбек Уулу. Приоритетные задачи и направления на 2022 год – это по цифровизации запуск АИС-эксперт уже в боевой режим с интеграцией с ЕРП, с АИС-СОД и ситуационным центром Министерства юстиции. Также необходимо завершить работу по инфраструктуре СС. Это речь идет о АИС-цифровизации, где на сегодняшний день у нас проблемы по созданию локальной сети. Также как приоритет мы определяем это материально-техническое оснащение СЭС, то есть на сегодняшний день есть большие проблемы при работе отдельных направлений, то есть необорудованные лаборатории, в техническом плане есть проблемы. Вот по этой части проблемы уже обозначены, сейчас потребности есть, и в настоящее время работа с донорами ведется. По этому поводу дал комментарий и министр юстиции Республики Аяз Баетов. По этому блоку очень серьезные реформы на этот год поставили. Уважаемый Асхат Айджанович большие задачи ставит по передислокации учреждений, дорожную карту утвердили. По ГСС, по судебно-экспертной службе тоже у Иманила Нурхамиловича большая работа предстоит по аутсорсингу госфункций в частные экспертные сообщества. Также министр юстиции Аяз Баетов представил коллективу директора департамента пробации Кубана Казакова. В свою очередь, первый заместитель председателя Кабинета министров Республики Арзбек Ходжошев подчеркнул, что министерством проделана значительная работа во всех направлениях. Консолидированный бюджеттің көлемін 280 миллиардқа қарап өсіп барады. При формировании нового состава Кабинета министров Кыргызской Республики в октябре 2021 года президентом Кыргызской Республики была поставлена задача довести ресурсную часть консолидированного бюджета до 280 миллиардов сомов. Данная задача была выполнена, так фактически исполнение консолидированного бюджета составило 311 миллиардов сомов, что на 30 миллиардов сомов больше утвержденного плана. 311 миллиарда 30 миллиард. В ходе заседания коллегии участниками также были обсуждены меры по усилению деятельности министерства и его подразделения. Были даны соответствующие поручения по исполнению поставленных задач. В заключение Арзбек Ходжошев вручил благодарственные письма сотрудникам юстиции за результаты, показанные в части инвентаризации законодательства, адвокатуры и нотариата в 2021 году. Кымбат Халыкназарова, Биринчи радио.